успел рассказать, пришлось подключить к пауэрбанку. У меня разрядилась аккумулятор. Вот, короче, одним словом, я пересек. Это по этому просеку. Там было то, что я показывал. И мне не понравилось. Другой раз, наверное, туда не залезу. Кое-как я пересек, потому что, знаете, вот там все плавает. Очень опасное место. Вот осенью, вот крайняя часть, где я хожу каждую осень, бывает показываю тоже. Но вот там безопасно, а здесь опасно. Он мягкая тут. Но клюквы много было. Вот. Ну вот, наконец-то я дошел до опушки. Сейчас буду отдыхать. Попью чай, во-первых. Одену шарфик этот красный. Ну и пойду дальше. Снимать нечего, показывать тоже. Просто поход, ребят. Так что просто поход. Такие дела, вот как все зависло. Вот ты идешь, так идешь, и на голову, если такой снежок, такой комок попадет на голову, мало не покажется. Может, всю жизнь будешь улыбаться потом. Фу, ладно, отдыхаем немножко тут. Ну вот, ребят, одел вот этот красный шарфик. Сейчас не помешает, потому что, блин, как будто еще больше начал усиливаться этот ветер. Пью вторую кружку уже чая с конфетами. Вот. Все по-простому. Есть пока не хочется. И знаете, вот я вчера, у меня нехватка воды была, я по пути еще снег немножко там закидывал. И после этого у меня какая-то сухость во рту появилась. Губы начали, такая сухость на губах, во рту. И не знаю, может от снега от этого или еще от нехватки жидкости. Так, прикуску, конфету ем. Сегодня рябчика пока не видел. А здесь сосновый лес, потом здесь рябчиков не увидишь. Сейчас по сосновому лесу все прямо буду идти. Вот такой кружок получилось. И, наверное, все-таки меня обманули насчет следа, волчьего следа. Нигде нету. Это обман был. Проверка на азарт. Олега дернули. Вот. Короче, я пью чай. И дальше идем. Ребят, иду по дороге. Тут лунка странная, блядь. Пар тоже идет. Туннель какой-то. О! Медведь! Выходи. Вот так вот, ребята. Не знаю, что это. Пар выходит из-под земли. Но интересно, первый раз за всю жизнь, что вот я хожу на лыжах, на охоте,
Чтобы вот такую лунку увидеть, и из него пар выходил. Первый раз. Никогда не было такого у меня. Снова зашел в тайгу. Иду вот такой гуще леса. По навигатору решил еще срезать. Вот именно по такой тайге сейчас 2,5 километра мне идти. Потом снова дорога. И там посмотрим. Может еще где-то напрямик. Но у меня точка поставлена, где буран. Вот этой точкой я и направляюсь. Уже стараюсь как бы экономить силы и стараюсь все время срезать, напрямик идти. Сосновый лес. Вот смотрите, на земле вот уже сколько выпало снега с деревьев. Вот заморозки нужны, чтобы вот легче ходить на лыжах. Да. Скорее бы нас лучше. Думаю, лучше пускай нас будет. На рыбалку ходить. Там тоже на таежной речке, когда ты рыбачишь, из одной ямы на другую яму переходить напрямик. И когда хороший наст, легче. Бывало такие насты, что вот не надо лыжи, ничего. Такие крепкие. Вот такой насты нужен. В прошлом году вообще ничего не было. Ни наста, ничего. Все быстро растаяло. Быстрая весна в прошлом году была. Резко все ушло снег. Не знаю, как в этом году. Ну, примерно так, ребята. Такой сосновый лес. Даже елки тут очень мало. Выхожу на вырубку куда-нибудь. Но по пути сейчас я буду пересекать эту вырубку. Одним словом, где-то попробую поймать связь. Тут уже связь должен держать. О, вот такие дела. Дозвониться до дому, предупредить, что иду домой. Приду во столько-то. Сегодня надо... Да и сегодня суббота точно. Надо помыться капитально. У меня, как сказать, трико. Весь белый, он соль, сколько там соли вышло. Где икра, вот где вот ступня, вот в этих местах прям до хрена этого вышло. Это соли. Ну, сейчас где-то попробую здесь на пустыре дозвониться. И очередное чаепитие, что ли. Блин, прошагали немало уже. Капитально так идем. Местами, блин, проваливаются лыжи. Здесь вот терпимо, да и то сантиметров 10 проваливается по всей пути. А местами по колено прям лыжи вот уходит. Потому что нижний слой снега, там как пшено. Там пшено. Если, вот, скажем, верхний слой держит лыжи, пробьешь, и там уже просто проваливаешься. Вот. Здесь такая гора, думаю, будет. Да, надо где-то позвонить. Бетрону не знаю, связь поймает или нет. МТСом пользуюсь. Фух. Пока в данный момент МТС более-менее так связь ловит. Вот так вот. Ни одной лунки, ни одного такого, чтобы выскочил где-то какая-то птица, вообще пустота. Ребят, дозвонился я. Ну, включил телефон. Сперва одна шкала появилась, думаю, все, не смогу дозвониться. Потом чуть-чуть приподнял телефон, сразу 4 шкалы еще появилось. Или 3. Ну, вообще 4 шкалы. Там
И сразу же вот я с первого раза дозвонился. Я говорю, иду, возвращаюсь домой. Столько-то, столько вы, во столько-то затапливаете баню. Говорит, давай, говорит, в такую погоду. Ну, подробности я не буду говорить, что там, там я знаю, что здесь пурга такая. Вот деревья шатаются, а у нас все летом вообще такое ветрище. А я как бы охотник с детства. Мне все равно надо хоть на какое-то время сходить в тайгу с ночевкой, без ночевки, но я не могу без леса. Вот я сейчас, знаете, вот 3 дня в тайге, столько километров прошел, честное слово, блин, очень много. И опять же я взял какую-то энергию, и сейчас меня не так будет тянуть. Я вдоволь нагулялся, и не так будет тянуть в тайгу какое-то промежуток времени. И пройдет время, и снова уже будут выходы в тайгу, там просто, может, прогуляюсь за речи, схожу в тайгу, выйду, или же на избу поднимусь, или еще, может быть, в ближайшее время уже, как будет наст, приедем в Языкин на вторую избу. Планов много, куча, честное слово, куча. Просто жизнь такая, что вот планируешь, и эти планы бывают не сбываются. Все время приходится откладывать или еще. Вот. Вот так, ребят. Сейчас я отдохну. Здесь завышенность такая вот. И четко поймал я связь. Сейчас отдохну капитально и дальше буду идти. Куда-то сюда вот сел рябчик. Вроде я не увидел, чтобы он улетел. А он. Надеюсь, слышали, но я даже сам не увидел, с какого дерева он выскочил. Одна живая душа есть, и то ладно. Будем надеяться, что очень много птиц будет осенью. Будет красивая охота, как в прошлый раз, в прошлом году. Я скажу вам, неплохая охота была именно по рябчику. Вот так. Опять я в ельник зашел. Ну, по навигатору иду, выбирать не приходится. Все попадается, и дорога, и сосновый лес, и ельник, и небольшие болота там. Я уже круги наматывать не собираюсь. Самый кратчайший путь выбрал и иду. Кое-как видна моя лыжня. Круг сомкнулся. Я вышел на свою лыжню наконец-то. Сейчас зайду в тайгу, там, думаю, все, ну, как бы не замело. А вот здесь, на вырубке, на пустыре, ничего не видно. Фух. Так, погода немножко проясняется. Знаете, вот ветер насквозь прям идет. Очень холодный ветер, но в то же время снег сырой. Вот такие дела. Сейчас перекурим. Вот так капюшон пришлось даже поднимать от куртки. Это от моей куртки летней. Фу. Честное слово, надо отдохнуть. Но сейчас по своей лыжне легче будет идти. Вот так. Вон она. На этом, на пустыре вообще там, короче, замело, ничего не видно. Так,
Одним словом, я пью чай и иду дальше. Такие дела. Но погода непонятная. Ветер гоняет тучи. Рюкзак пустой, там остатки еды. И этот, что еще у нас там? Получается, термос, точно. Вот вроде карабин не тяжелое оружие, карабин лось. Но когда целый день ты его на плече несешь, и этот карабин становится тяжелым. У меня был выбор, когда я покупал оружие. Я рассматривал оружие для ходовой охоты. Хотел полуавтомат взять, но после той встречи, как страшной встречи с медведем, который так напугал этот медведь меня, что, знаете, вот я в то время и задумался о какой-нибудь нарезном, более мощным. Вот этот карабин вообще, он мощное оружие. Это Шила. 51 патрон, 7,62 на 51. Вещь. Потом Вепрь я вообще не рассматривал. СКС и новые тоже как-то не очень. Ну и магазин пришел вот этот 3 карабина. В один магазин 2 оружия. Или только 2 карабина в город Сыктывкар, 2 магазина по одному карабину вроде пришло. Точно. Последние выпуски больше такие не делают. Сейчас наподобие этого уже другой карабин. Не помню, как название. Байкал или что там. Снег сырой вообще. Липкий стал. Потеплело. Вот. Но я думаю, вот сейчас я натаскался этого карабина с оптическим прицелом. И у меня двухстволка. Надо было двухстволку взять. Гладкоствольный. Он намного легче даже этого карабина. У меня старинное ружье от деда еще. Ой, надо лыжи снять немножко. Отдохнуть от этих лыж. Ух. Ноги тоже онемели уже, одубели. И двустволка, она легкая. Вот на такие ходовые охоты тоже вещь хорошая. Ну и с лосем тоже уже давно хотелось погулять. Когда еще шанс будет. На осенней охоте тоже в прошлом году не брал. А в этом сезоне, не знаю, может тоже буду брать. Смотря какая опасность будет. Если будет много медведей для своей безопасности, чтобы там, как бы там ни было, лучше с собой буду таскать. Мне одной этой встречи хватило. Вот так. Как-то хоть медведя не буду стрелять, но вот когда в руках этот карабин, мне легче на душе. Я не готов к добыче медведя. Не знаю, ни разу не приходилось с него стрелять. Но как-то, когда у тебя хорошее мощное оружие в руках. Ну, многие тоже, думаю, напишут, что лучше гладкоствольного 12-го калибра ничего нету, даже лучше этих нарезных. Тоже согласен. У гладкоствольного, как сказать, убойная сила, рана помощнее. Вот. А у меня самое простое оружие, 20-й калибр. Он легкий, двухстволка, очень легкий. Север тяжелый. Этот карабин 3 с лишним килограмма, тоже вот за эти 3 дня я, хватило. Достаточно. Весу. Вот. Ладно, сейчас я пью чай и дальше идем. Ну вот, ребят, я уже возле бурана. Как-то установил камеру, не знаю, как со звуком, потому что очень сильный ветер.
на улице, и солнце выглядывает. Вообще обалдеть. Вот так все у меня. Будем заканчивать наш поход. Трехдневный получился, такой спонтанный поход. Знаете, вот за эти 3 дня примерно я прошел почти 60 километров. И хочу сказать, вот эти лыжи я особо, ветер такой, особо так не доверяю таким лыжам, которые вот сделаны не мной или не в нашем селе. Но эти лыжи, ребят, очень даже хорошие, достойно выдержали мою нагрузку. Прошли немало, очень много. Вот. Еще в 2 словах хочу сказать про эту куртку. Тоже сомневался, что вот за то время, вот скажем, я хожу, потом отсыреют они, потом сядет сукно, и я не влезу или еще. Ничего не случилось, уже 3 суток, 3 дня вот я в нем ходил. Потом до этого еще с Туланом ходили в поход. Вообще капитально хороший. Один минус я увидел в этой куртке, вот внутренний карман. Он как бы очень слишком глубоко сделан. Надо чуть-чуть, вот если здесь, он неудобный. Что-либо доставать, ставить сюда вообще неудобный. Слишком глубоко. А так, эта сетка тоже понравилась. Я вчера или позавчера спички искал. Где мои спички? Никак не могу найти. А там, оказывается, вот это, так посмотрел, вон они торчат. Здесь вот карман, сетка вообще удобная вещь. Здесь резину вот в прошлый раз тоже забыл показать. Это для сотового телефона, наверное, чтобы не потерять. Вот. Не просто так я говорю. Сам тестирую. Нравится вещь. Хороший отзыв оставляю и даже рекомендую покупать. А про плохие вещи вообще не хочу говорить. Вот. Сейчас я буду собираться, переоденусь. Потому что, блядь, продувает. Очень сильный ветер. Что еще остается? Только сказать вам большое спасибо, отблагодарить за ваши просмотры. И ждите очередные фильмы. Это была последняя охота с оружием на плечах по этому снегу. Снег растает. И у нас будет охота уже на водоплавающую птицу в мае. На уток будем ходить. А чтобы сейчас я в лес куда-то вышел, все. Нет. Я вообще не хотел, уже в планах вообще не было у меня походов с оружием. Но вот как-то вот азарт меня дернул посмотреть там волчьи следы. И ни хрена я не нашел. Ну вот какие-то следы я вам показывал, а вот чьи следы я не знаю. А таких свежих следов волчьих я не увидел. Все, больше нечего было показывать. Что, где, какие птицы взлетели, я то, что смог, поснимал. Кого видел, рассказал. Что еще? Все. Да. В принципе, давайте заканчивать. Ждите новые фильмы. Сейчас будут фильмы про рыбалку. Дальше будем продолжать рыбачить. Ждать майские видео про охоту. Вот. И всем как-то советую и, как сказать, небольшая просьба всем охотникам в Коми: не стреляйте боровую птицу весной. Сейчас весенняя охота, хоть и откроется, воздержитесь, не стреляйте их. И осенью будет веселее, будет много птиц, будет красивая охота, все будем с добычей. Они пережили вот эту зиму, пусть размножаются, и осенью будем охотиться на них. Ну, примерно так, ребят. Все. Пока и ждите новые фильмы. Будьте здоровы.
хорошо. Самое главное, дошли. И это основное. Так. Будем переодеваться. Темная ночь, только поле свистят по степи. Выдвинемся. Я сырой, весь сырой. Ох.